Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире программа «Якутск сегодня». Мы, как обычно, выходим одновременно и на телевидение, и радио «Титим» Саха-Радиото, национальной вещательной компании «Саха». Режиссеры Мария Новгородова и Михаил Эверстов. Сегодня у микрофона ведущий Юрий Сергеев. Приветствую телезрителей и радиослушателей. Итак, в нашей сегодняшней передаче актуальные вопросы изменения вечной мерзлоты, влияние глобального потепления на мерзлоту, взгляд с Якутии. Что говорят по этому поводу ученые-мерзлотоведы? Это в первой части нашей сегодняшней программы. Во втором блоке вы услышите и узнаете о том, какие объекты благоустроены в 2024 году на территории городского округа город Якутск. Что даст жителям реализация мастер-плана столицы нашей республики? С информацией выйдет главный архитектор города Якутска. Итак, в начале нашей передачи представлю первого гостя нашей студии. Это доктор географических наук, заместитель директора по научной работе Института мерзлотоведения имени Мельникова Сибирского отделения Российской академии наук Александр Николаевич Федоров. Здравствуйте, Александр Николаевич. Здравствуйте. Уважаемые телезрители, радиослушатели, ваши вопросы, если они у вас возникнут в ходе нашей сегодняшней телерадиопередачи в течение прямого эфира, пожалуйста, задавайте по телефонам 32 2066 и 32 11 66. Иногородние могут до нас дозвониться, набрав 8 гудок 411 2 и номера телефонов прямого эфира, который я уже назвал выше. Итак, мы начнем нашу беседу. Александр Николаевич, тема, конечно, очень актуальная на сегодняшний день. Вы уже не впервые у нас выходите в эфир в этой передаче «Якутск сегодня». Вот в сентябре прошел в городе Якутске Северный форум устойчивого развития, очередное заседание этого форума. И вот хотелось бы, конечно, вашу точку зрения, ваше мнение как участника этого Северного форума, да, об устойчивом развитии через призму изменения мерзлоты, вот высказать вот по этому поводу. Пожалуйста, вам слово, Александр Николаевич. Действительно, вот этот у нас уже несколько раз проходит Северный форум у нас в Якутске. И в рамках этого Северного форума всегда уделяется время на геохронологические исследования. Конечно, геохронологические исследования, они сейчас просто необходимы, потому что ситуация такая, что глобальное потепление климата в первую очередь затрагивает вечную мерзлоту. И, конечно же, если где-то есть дискуссии, есть ли потепление климата или нет потепления климата, то где есть вечная мерзлота, таких вопросов нету. Потому что как раз все эти индикаторы деградации вечной мерзлоты, они указывают, что потепление климата очень серьезное. И то, что мы изучаем и пытаемся довести до людей, что эта активизация этих криогенных процессов, мерзлотных процессов идет все сильнее и сильнее. И поэтому, конечно, в Северном форуме проходила вторая геохронологическая конференция, и эта конференция стала... Очень много площадок было, и, конечно же, эти проблемы, они стояли, конечно, я думаю, что это было основным стержнем этого Северного форума, кроме политической стороны. Да. Угу. И что мне впечатлило больше всего из этих всех этих наших дискуссионных клубов, этих столов там и так далее, конференции. И первое, самое главное, это геохронологический мониторинг. Без мониторинга нам жить практически
невозможно. Потому что мы должны вот это то, что мерзлота в какую сторону идет там, как идет таяние мерзлоты, как идет деградация, насколько это влияет на жизнь человека, общества в целом, там, на инфраструктуру там, и так далее, это мы должны знать. Вот и поэтому основным вот этим стержнем нашей вот этой конференции был, конечно, была вот дискуссия о геохронологическом мониторинге. Геохронологический мониторинг сейчас Российская Федерация проводит. Есть фоновый геохронологический мониторинг. Но многие мерзлотоведы с этим не согласны. Почему? Потому что фоновый мониторинг людям не даст многого. Информации. Угу. А наши вот это, ученые, мерзлотоведы, они предлагают обширную вот эту программу и слежение за мерзлотой. Здесь есть и дистанционные вот это космические наблюдения, угу. Здесь есть и картографирование, и здесь есть и геотехнический мониторинг, который отсутствует в нынешнем вот это фоновом геохронологическом мониторинге. Вот поэтому вот у нас есть свое мнение. Конечно же, это свое мнение, это не сегодня появилось. Не сегодня появилось. И озвучено ведь тоже не сегодня, кстати говоря. Да. Ну, и наши вот ведущие мерзлотоведы России, в том числе наш директор Михаил Николаевич Железняк, пытается вот это объяснить ситуацию и как-то вот, например, в Якутии сделать вот этот, опытный вот такой вот этот, наше видение мониторинга там и так далее провести и показать. Как это получится, пока еще неизвестно. И второе было очень большое, вот это большая дискуссия была по геохронологическому образованию. Здесь тоже собрались и с Московского госуниверситета, Ленинградского университета и так далее. Вот обсуждали, как нам быть там и так далее, да. Тут тоже проблем очень много, вы знаете, да. У нас была кафедра мерзлотоведения. Так, вот при университете. При нашем университете. Да, при нашем университете. Но этой кафедры сейчас нету. Да, уже давно, кстати говоря. При таком изменении климата и мерзлоты мы не имеем не можем готовить полноценно не можем готовить своих этих специалистов. Угу. Вот такие. Там еще были несколько, там всего было 9 вот этих направлений, там и карбоновый, вот этот как изучать там и так далее, вот это выделение углекислого газа, парниковых газов там и так далее. Здесь было достаточно тоже много интересного. Так, уважаемые телезрители и радиослушатели, я думаю, что вы тоже согласны с Александром Николаевичем, да, с его мнением, с его взглядом на эту проблему. Если, конечно, есть какие-то вопросы у вас, может, у вас какое-то мнение возникло в ходе нашего сегодняшнего разговора, то, пожалуйста, звоните 32 2066 и 32 11 66. Вопросы примем на 2 государственных языках, на языке саха и на русском языке. Пожалуйста, звоните. Что ж, вот теперь международное сотрудничество, да. Сегодняшний взгляд, конечно, ведь, хотя мы смотрим сейчас и сложности какие-то создаются, да, какая-то разобщенность уже пошла. Мы все свидетели этого времени, непростого, сложного времени, да. И, конечно, здесь в ученой среде и среди мерзлотоведов ведь тоже взгляды уже пошли какие-то разные. Вот что сегодня, какого взгляда мы придерживаемся в этой ситуации? Да, вы правильно подметили, конечно. Вы знаете, наверное, с 90-х годов, почти до пандемии, вроде не было никаких проблем. Не было никаких проблем, примерно, потом проблемы появились с пандемией, потом проблемы политические, и, мы
практически потеряли вот эти нити управления межгосударственных научных исследований. Да. Практически потеряли. Но сейчас мы возобновили вот это очень серьезное. Я вот 2 раза был, вот только недавно приехал из Китая, Ланчжоу. Была международная конференция, и там участвовало очень много народу по инженерному мерзлотоведению. Это значит, как вот инфраструктуру содержать, как следить там, как лучше сделать, чтобы инфраструктура не пострадала при потеплении климата и изменениях мерзлоты там, и так далее. Сейчас создали международную лабораторию. Монгольско-китайско-российскую. Она существует уже и в Китае, Монголии, и у нас в институте. Собственная лаборатория. Вот недавно тоже в конце, когда форум был, вот тогда мы открыли. И чем мы хотим это здесь выиграть? Так. Потому что китайцы отдельно работали, монголы отдельно работали, мы отдельно работали, а сейчас есть объект у нас будет один. От Северного Ледовитого океана до Гималаев. Весь Тибет. И поэтому, конечно, объект меняется, и мышление, видение вот этой проблемы общей, вот эта мерзлота, как она реагирует на потепление климата, тут уже будет совершенно новые взгляды. И, конечно, очень отрадно, что в этих лабораториях работают молодые люди. И надежда очень большая. Ну вот, например, Китай, да, вы сказали, Монголия, но ведь там тоже ведь есть территории подверженные. Есть у них это вот высокогорная мерзлота. Вот в основном в горах, наверное, да? В основном в горах, на высоком плато вот это Тибета. Но у них тоже такие же проблемы. Конечно. То же самое вот дороги деградируют, там, да, железные дороги, автомобильные дороги, там и так далее. И то же самое термокарстовые озера образуются. Все так же, как у нас. Но, конечно же, природа там другая. Особенности есть. Ну и климат как-то более, скажем, не похожий на нас и так далее. Я думаю, вот это все-таки вот эти 3 страны, вот мерзлотоведы 3 стран, они очень серьезно настроены на будущее исследования. Ну, хочется надеяться, конечно, что вот все-таки триединая сила, скажем так, ученых, мерзлотоведов приведет к какому-то конкретному результату. Вообще у ученых особо такого вот этого нету. То, что любой ученый это на контакт идет всегда очень быстро. Телефонный звонок. Александр Анатольевич, давайте послушаем-ка наушники, пожалуйста. Алло. Алло, здорово, здорово, Ставит. Мен де туақ сир біле ирерин туһунан этәребин. Сөп, кылгастык баһалышта. Отон сирдер муско турар бөһөлөктөр бактары. Түмүрөнө карадылар, жири биталана туақтан, олоқтан. Анна кусутар тугура көйен нады валлаhi. Элбак деревинен темирелме. Сирдералена. Сөп. Оны да. Сөп өйдәтә бит, хәс мәгълүм. Хакылып этти бинде. Сахылып этте. Оны как раз Оны булланы ити олох бәгат көрәһәт ягат учонайдар да көрәһәт яллар баратын. Оны булланы ити бастык очраттен тугуй ити хулабыр де туттарга әңген хәпте. Оны булланы туахвак. Государство онны олох надыйбат хәпте. Хулабыр мониторинг оңрар буллактарына улахан диеләргә промышленный объектларга оңроллар. Мониторинг. Оны булланы ити биге институт höpte ettim vattı bile direktör bit ülelehenden atınlık körörükünde bit höpte itini killeren höpte bu manna bu olaqtoqçanlar olarar hirderiger ulakan bile ularıylar baralların atın metetlerinden kördüren höpte onu tuaqtara bullanı bu manlık olaqtoqçanga anan bu haqalı bu bihi institut bu manlık kiniga tahardı. Söp.
Илинагенге. Ага, бу хорьяноты ағалдар кына бұқыра кына оның орды бұд, олық хөпті. Қас экземпляры? 500 экземпляр, 205 экземплярын уже тарқатты бұд. Берген бұллана 2 партияты бұ 205 экземпляр. Манна бұллана бұ... Тух материалла манна вообще? Бұ беги институт ирбеттон ландшафтаргар климат сылыйтын жайытыгар үлелир специалисттері бұқа бары кыттығаннар бұ кенегенен орды бұд. Онна тоқ бар направлениені барытын көрдірір күрдік. Хөпті еті ұйыппыттарығар әмия хөпті. Етіне болағына, етіне қолауыр болағына бұ кенегені көріңгіт, бұ климат әйін қайда олары тұрарын көріңгіт, бұ климат оларыйын бұ маннық процесс тоқтуын хөпті, оқту ден бәғат хитері дальше тоқуйдыр күрдік. Хөпті. Шеп. Ну что ж, уважаемые телезрители, радиослушатели, времени остается у нас немного до конца эфира. Александр Николаевич, ну теперь вот что-то новое в научных исследованиях. Вот что сейчас есть, какие у вас новшества? Ну, конечно, наука-то не стоит на месте. Да, конечно. И сейчас институт занимается очень большими, тоже, ну, всероссийского вот этого уровня, вот эти проблемами. В этом году, ну, ученые знают, наверное, это появились мегагранты правительства Российской Федерации, и наш институт участвует в 2 мегагрантах. Так. Первое – это климатические вызовы. Вот это там наш институт полноправно работает по реконструкции. Раньше мерзлота была какая? 10 тысяч лет назад, предел 10 тысяч. Потом мы должны сделать на будущее, что произойдет. Вот эти результаты, ну, не будут же только вот это, ну, якутянам они нужны, конечно, они всему миру нужны будут. Да. И второе, вот это обращение было очень интересное, потому что транспортное строительство сейчас практически не может свои законодательные вот эти акты там и так далее делать без мерзлотоведов. И, конечно же, наш институт они не могли обойти, и они приняли вот от нас свой проект, и наш институт будет работать вот по этому вот такому проекту. Есть еще очень хорошее вот это направление молодежь наша работает, Жирков Александр Федотович, зав. Лабораторией геотермии нашего института. Ну, он собрал вокруг себя молодежь, и они работают над рекультивацией нарушенных мерзлотной деградацией земель. Это очень интересно. Интересная тема, да. Очень интересно. Молодежь, как молодежь, они моделирование уже сделали, и в АМГе сейчас работают, и сейчас они это свое моделирование, да, вот на эксперименте проверяют. Ну, понятно. Ну, сейчас они говорят, что эксперимент идет хорошо по как было смоделировано. И, конечно же, это дает очень такую вот это положительную часть вот нашей работы, значит, мы можем помочь людям. Ну, все, конечно, перспектива есть в вашей работе. Молодые кадры, молодые специалисты тоже растут в ваших рядах. Дай бог, скажем так, да? У нас много Ну молодежи. что ж, у нас осталось где-то около минуты уже, да, Александр Николаевич? Ну, буквально вот секунд 15-20 вам. Что скажете в конце, обращаясь к нашим телезрителям и радиослушателям? Ну, все-таки я хочу вот сказать, что о самообразовании. Потому что то, что я вот сказал, что в университете там надо учить там и так далее, но каждый человек, живущий на мерзлоте, должен знать о мерзлоте. Да. У нас есть веб-сайт, и там все наши исследования есть. Ну что ж, спасибо вам, Александр Николаевич, за участие в нашей передаче. Вам успехов в вашей научной работе, в ваших исследованиях. На этом наша первая часть передачи «Якут сегодня» подошла к концу.
Уважаемые телезрители и радиослушатели, это программа «Якутск сегодня». Сегодня во втором блоке мы продолжаем наш прямой эфир. Ну, как вы знаете, с каждым годом город Якутск, столица нашей республики, благоустраивается. Вот и нынче ряд общественных пространств города преобразилось. Ну вот об этом и другом сегодня мы попросим рассказать главного архитектора города Якутска Семена Николаевича Сергеева. Здравствуйте, Семен Николаевич. Афанасьевич. Семен Афанасьевич Сергеев. Добрый день. Да. Ну, конечно, благоустройство города, да, города Якутска в этом году, конечно, выдалось самым таким рекордным, можно говорить, да, плодородным. В этом году у нас благодаря мастер-плану, утвержденному президентом Российской Федерации, и благодаря правительству нашей республики, в благоустройстве города как раз-таки произошли большие изменения. Ну, самый главный объект – это площадь Ленина, да, который буквально вот недавно же состоялось открытие. Все граждане, да, вот увидели прекрасное, да, создание, которое у нас появилось в центральной республиканской площади. Ну и две основные общественные пространства – это набережное озера Сайсары и набережная Романа Дмитриева. Это все произошло благодаря вот мастер-плану в связи с тем, что выделили специальный казначейский кредит, и вот пошли первые объекты по реализации нашего основного документа. Ну, объекты набережные, они сейчас буквально на стадии завершения. Остались только работы по монтажу малых архитектурных форм. Ну, то, что касается без процессов, которые являются мокрыми, которые уже были завершены. Осталось чуть-чуть там привести в соответствие, опоры освещения там собрать. Ну и объекты, например, павильоны, да, которые требуют отделки и внутренней части. Ну, в основном все работы, можно сказать, завершены. Уважаемые телезрители и радиослушатели, напомню, у нас сегодня в студии главный архитектор города Якутска Семен Афанасьевич Сергеев. Телефоны 32 2066 и 32 1166. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы, звоните вот Семену Афанасьевичу, задавайте свои вопросы, да. Ну вот сегодня вы сказали, что и площадь Ленина у нас тоже преобразилась, естественно, и другие наши вот территории, да, городского округа, город Якутск. Действительно, ну и ведь население в первую очередь принимало же участие в голосовании же, да, до этого-то. Да, конечно же. Вот все эти объекты, они в свое время проходили рейтинговое голосование. Рейтинговое. Да, то есть население сами выбирали, какой объект будет благоустраиваться в следующем году, да. Но я вот перечислил только 3 объекта, которые у нас в этом году. На самом деле, на самом деле еще больше объектов. Я вот перечислил те объекты, которые у нас были построены по мастер-плану, но еще у нас есть программа формирования комфортной городской среды. Это национальный проект «Жилье и городская среда». Городская среда. Да. По этой программе как раз вот в прошлом году граждане голосовали за объект сквер имени Федора Кузьмича Попова. Этот сквер стал победителем. И как раз-таки этот объект в этом году тоже он построен, 100% завершен. Так, и осталась там установка памятника, это уже состоит в следующем году. Наверное, ну и да, и кроме этого еще и благоустроено и общественное пространство, которое строится по муниципальной программе. Это за счет местного бюджета, да, это вот Парк Победы, который планово каждый год там возводятся объекты. В этом году появилась арка, посвященная присвоению звания трудовой доблести. Кроме этого, благоустроена территория, вот тротуарная часть аллеи Патриот, где у нас установлены были боевая техника. Но все-таки вот эти вот объекты, которые, скажем так, ну, в преддверии, да, 80-летия Великой Победы, все-таки, вот как-то меня попросили тоже у вас задать вопрос по поводу вот памятников, стел, да, вот тоже посвященных этой нашей знаменательной исторической дате. Как они будут приводиться уже, наверное, уже в будущем году, скорее всего?
Ну, основной объект, который я обозначил, это вот как раз те, вот, которые у нас в Парке Победы. Парк Победы, да. Памятник Федора Кузьмича Попова, да. А все вот площади, скверы, улицы. Скверы, улицы, посвященные героям, да, Героям Советского Союза. Они будут ремонтироваться, то есть будут приведены в соответствие. Например, вот площадь Победы у нас как бы существует в том виде, завершенном виде, да, поэтому там никаких дополнительных объектов как бы не должно быть. Поэтому там пойдут чисто такие ремонтные работы, замена плиток, мощений, да, вот такие вот виды работ. Семен Афанасьевич, вот все-таки у нас появляется, в скором времени уже появятся, уже контуры есть, и уже постройки идут, да? Это вот наши новые микрорайоны. Вот как сейчас там дела идут у вас? Новые микрорайоны, как раз это тоже часть мастер-плана. Да, тоже часть мастер-плана входит. Крупные, которые строятся вот с помощью республиканских, да, вот средств, это за счет республиканского ипотечного агентства, да, это вот микрорайон Звездный, 17-й квартал. Да. Ну и есть те кварталы, которые строятся за счет внебюджетных источников. Это, например, квартал Ленские высоты, да, вот в Речь-Порту. Ну и кроме таких вот крупных, да, вот микрорайонов, кварталов, да, и есть еще территории, которые строятся за счет комплексного развития территорий. Это могут быть части кварталов, да, там, где заходит застройщик, сносит деревянный жилой фонд и строит жилье за свои средства. То есть тут задача стоит расселить жителей, которые живут в плохих условиях. Да. Например, это микрорайон 85-й, 53-й, это вот Губина, Богатырева, например, да, идет активная фаза строительства. Ну и такие другие территории тоже осваиваются. Так что и остальные точечные постройки, да, в городе Якутске тоже ведутся по остальным кварталам, микрорайонам города Якутска. Да, вот как вот главному архитектору города Якутска хотел задать этот вопрос, Семен Афанасьевич. Как вы считаете, в какую сторону все-таки город должен все-таки развиваться в ближайшей перспективе? Как вы считаете? Этот вопрос, кстати, очень многие задают горожане тоже. Молодежь, особенно молодые люди, да, вот как город дальше будет? Уже не будет же он на одном месте топтаться где-то, да, и развиваться только в одну сторону, когда уже и земель не хватает, площадей, территорий каких-то там. Вот на ваш взгляд, что вы можете сказать по этому поводу? Этот вопрос мне, конечно, часто задают, да, в какую сторону. Вот конкретно вот по стороне света, да, вот невозможно сказать, да? Да. Потому что вот Звездный находится в южной стороне. 17-й квартал находится в западной стороне. Поэтому конкретно вот говорить о том, что мы идем туда-то, такого нет. В основном развитие идет там, где у нас деревянный жилой фонд. То есть первичная задача – это освободить деревянный жилой фонд, вместо этого построить новое жилье. Но в то же время направление развития диктует коммуникации. Вот то есть там, где идут коммуникации, там, где есть обеспеченность, туда и пойдет сам застройщик. Например, вот сторона проспекта Михаила Николаева, да, протянули коммуникации, и застройщики активно пошли осваивать территории там рядом, допустим, да, появляются новые кварталы. Возле завода ДСК вот сейчас вот планируют новый микрорайон, да, совершенно новый. Предложение есть, дома уже начали строить. И так вот по всем направлениям вот так. Ждем освоения Залога, да, там тоже точечные решения зашли. Но придет свое время, конечно, и в связи с тем, что у нас территории постепенно как бы заканчиваются, да, вот когда двухэтажные земельные участки двухэтажными домами как бы закончатся, застройщик уже пойдет в частную застройку. Поэтому как бы по всем направлениям идет развитие. Да. Все-таки недавно состоялось в Старой Добоге, да, уже начало строительства Ленского моста, да, уже был, в общем-то, и надо сказать, что это событие тоже историческое было совсем недавно, с участием главы нашей республики, руководства группы ВИЗ, да, Сбербанка, конечно. Все-таки здесь это уже говорит о том, наверное, что население-то нашего города все-таки увеличится.
Явно, это можно так правильно сказать. И вот там, конечно, пригородные территории придется, видимо, осваивать. Да? Как вы думаете? Да, конечно. В основном пригородные населенные пункты, они будут увеличиваться за счет частной застройки, индивидуальной жилой застройки. Территории вот кварталов многодетным участникам СВО, вот они как раз-таки расположены рядом с пригородными населенными пунктами. И, конечно, при этом надо будет обеспечивать обеспечение социальными объектами. То есть школы, садики, они должны быть вот в этих пригородных населенных пунктах, чтобы дети с этих микрорайонов ходили вот туда. Но в то же время, да, вот пригородных населенных пунктов, вот судя по отчетам, куда мы ходим, да, мы слышим, что есть потребность и проживания в многоэтажных, многоквартирных домах, да, потому что по программе переселения расселяем жителей, которые хотят оставаться в том же населенном пункте. Но в то же время там не строятся многоэтажные дома, да, потому что застройщики как бы должны ориентироваться на спрос, а в пригородах будет ли спрос, они пока не понимают и не заходят туда. Но в то же время можно как бы маленькие дома, именно приспособленные для того, чтобы переселить туда тех, кто проживал в ветхом аварийном доме, да, такое можно предусмотреть. Мы как бы население услышали, да, и дальше уже будем прорабатывать эту схему. Ну, еще раз скажу, что еще вопрос зависит и от коммуникации. От коммуникации. Да, во многих пригородных населенных пунктах отсутствует коммуникация, водоснабжение. Ну, к сожалению, это так, действительно, картина такова на сегодняшний день. Но вот раньше, помню, много говорили вот о малоэтажном строительстве жилых комплексов, да, вот, например, вот за территориями города Якутска, там, скажем, в сторону городского округа, поселок Жатай, да, вот как-то об этом тоже шла речь. Потом это как-то вот немножко затихло. А сейчас вот как вы думаете? Ну, частное, понятно, строительство, конечно, будет ожидаться. Но вот сам генплан города и прилегающая к ней территория, ну, может видоизмениться, наверное, в связи с этим, или как? Да, ну, Жатай – это другое муниципальное образование, городской округ Жатай. Мы соседям, с планированием с соседями не устраиваем. Как бы они сами на своей территории планируют свою градостроительную политику, а в части вот наших населенных пунктов, да, вот в составе мастер-плана были представлены предложения по развитию жилой застройки, например, на окраинах, да, вот Кирзавод, Мархада, допустим, да, у нас очень много территорий, там, где вот двухэтажки надо освобождать и строить жилье. Вот так что у нас территорий для будущего освоения достаточно. Хорошо, у нас телефонный звонок. Пожалуйста. Ну-ка, давайте-ка послушаем Семен Афанасьевич. У нас вот... Алло. Здорово. Здорово. Мен бұл билетиләкпін. Бітіп бұл саға жирек бораққа. Тоғу үрдігі тәсті әжелері тұталдары екен. Себеске сөй саған әді землетрясение, мете тоқ кендер кірі түйет бесі тәсті әжелері тұталдары. Блин, землетрясение болағына құтталлақ батақты. Ну, тебе спасибо. Так, Семен Афанасьевич. Сахалып беттері. Увсенен бұл әтәс Якутской город үрдінен тоқтен правила землепользования застройкеден бар. Онна болағына төхі әтәс тәжені тұтуққа хөбін онына көңілілер. Хамы үрдіге 16 тәс тәқтен болар. Технический әттінен Аллахқа биһи бу тоқтары эксперттерин гитте ученыдерин гитте көрсетер булук бетте. Но этәһенен тәһә багара тәстәҗен тутук дилер. Фундаментын әбис тоқтук деринник оңордоққа тәһә багара тәстәҗен тутук дилер. Но бу город центргер биһиге этәһе булана хачыкты бит. Аяк тәстә күңелле битеп. Город тәһәндәкке биде тоқпо Китайстық масчелері сынуыстан баран тұталчылар болағана бәйлерін экономикаларын тарихтақтыр. Ол барабыт қатшыларын келдерін бір бәйлері келдеріктақтыр болады. Олың болағана бір келдер норматив ихінен, олады бір территория төсіз бәйін кейі бір ғаға бар болуқтақ. Ол норматив ихінер келдер проекттаныр бейға документ келдерілер. Ол онан бекер кеттілер.
Ну вот как раз сегодня вот в первой части участвовал вот ученый-мерзлотовед, возможно, вы тоже слышали немножко, да, краем уха, о чем он говорил. Все-таки вот при строительстве вот таких многоэтажных, высотных зданий, вот самый большой где-то насчитывал 15-17 этажей, все-таки вот вы говорите с экспертами, ну с учеными-мерзлотоведами тоже советуетесь, да? Семен Афанасьевич, что можете сказать по этому поводу? Да, конечно, каждая территория вот для застройки, она... Тем более с изменениями климата сейчас, да, и так далее, деградация вечной мерзлоты. Перед тем, как начать строительство, проходит изыскание. Ну, и в том числе мерзлотное. Да. Допустим, если есть оттайка грунта, то разрешение на строительство не выдают до тех пор, пока температура не наберет достаточную температуру. То есть экспертизу не проходит. Поэтому для того, чтобы построить высотное здание, должны быть все обоснования. А конечно, для того, чтобы увеличить вот предельную этажность, да, допустим, 16 мы по следующем будущем, да, будем разрешать 22 этажа, 25 ну, это уже этажей. Высотки пойдут, да, по соответственно, мы, если будут приниматься такие решения с экспертами, в том числе по мерзлоте, обязательно будем консультироваться. Ну, и сейчас тоже ведь надо консультироваться, наверное, все-таки в любом случае, по любой этажности здания. Ну, вот, ну и, наверное, последний, да, вот, Семен Афанасьевич, такой, что сказать, планы, что у вас вот на 25-й год, если вкратце, тезисно скажем? Ну, тезисно, если говорить, да. 25-й год – это у нас юбилейный год, да, это 80-летие Победы, поэтому основные объекты у нас нацелены вот на это. Да. Ну, и если говорить про программу формирования комфортной городской среды, то в 2024 году наше население проголосовали, максимально большое количество населения проголосовали за парк Этексир. Это комплекс для встречи Солнца. Это находится рядом с Парком Победы. Я вот к вам сюда вот приходил, агитировал для голосования. И этот объект в следующем году должен состояться. Мы сейчас работаем с инициаторами, и определяемся и по техническим условиям, ну и в целом как бы готовимся. Да? И в следующем году еще состоится следующее голосование. Соответственно, мы в 2025 году будем выбирать тот объект, который будет планироваться в 2026 году. Так что я в скором времени, после Нового года тоже, наверное, подойду. Представлю здесь, какие проекты у нас будут. Это будем выставлять вот на все, значит, население будет, жители города Якутска, будет важную так звено. Я с удовольствием к вам для выбора, да, благоустройства тех или иных территорий. Ну что ж, на этом, уважаемые телезрители, радиослушатели, позвольте завершить нашу передачу «Якут сегодня». Я хочу поблагодарить также и Семена Афанасьевича Сергеева, главного архитектора города Якутска, за такую подробную информацию, ответы на вопросы наших радиослушателей, которые сегодня задавали вопросы. Ну что ж, на этом наша передача практически завершена, уважаемые телезрители. Встретимся уже через неделю, в следующий вторник, в это же время. Оставайтесь с нами, готовьте свои вопросы по следующим актуальным темам. Всего доброго.